В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Всемирный банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году. Об этом говорится в докладе «Перспективы мировой экономики. Рост напряженности, спад инвестиций». Так, согласно документу, в прошлом году он достиг шестилетнего максимума с показателем в 2,3%. По мнению аналитиков, такой результат обусловлен повышением мировых цен на нефть, увеличением прибыли от экспорта, а также реализацией нескольких крупных энергетических проектов и проведением чемпионата мира по футболу. При этом подчеркивается, что на этот показатель не повлияло усиление санкций и давление мирового финансового рынка. Минфин России разработал законопроект по упрощению госзакупок, осуществляемых закрытыми способами определения поставщиков. Законопроект предусматривает комплексное совершенствование порядка проведения закрытых способов определения поставщиков, которые предполагается осуществлять в электронной форме на специализированных электронных площадках. Исключение составляют закупки, содержащие государственную тайну, проведение которых предлагается сохранить в бумажной форме, говорится в сообщении. Также законопроект унифицирует разрозненные требования, предъявляемые 44-м ФЗ к извещениям об осуществлении закупок, документациям о закупках, порядку запроса разъяснений, их положению, внесению в них изменений, а также к составу и содержанию заявок участников закупок при проведении различных способов определения поставщика. Карту МИР начнут принимать в странах Евразийского экономического союза, а также в Таджикистане и Узбекистане до конца 2019 года. Об этом сообщил гендиректор национальной системы платежных карт Владимир Комлев. Почти во всех этих странах, кроме Казахстана, есть свои национальные платежные карты – Белкарт, Корти-Милли, Ускарт, Элкарт. Национальная система платежных карт реализовала отдельную платформу «Мир Интернешнл», позволяющую картам бесшовно проникать в инфраструктуру партнерской системы. Также он указал, что у системы есть цель до конца 2021 года охватить государства, в которые больше всего выезжают российские туристы, а также те страны, в которых живут российские граждане. В России стартует первый проект, финансирование которого будет осуществляться с использованием нового для страны инструмента – облигаций социального воздействия. Проект начнется в июне этого года. А до 2024 года с помощью нового финансового инструмента могут быть профинансированы не менее 10 проектов, в том числе входящих в нацпроекты с привлечением средств частных инвесторов до 2 миллиардов рублей. Первым проектом социального воздействия станет проект в сфере образования в Якутии. Он направлен на рост качества общего образования республики, повышение конкурентоспособности человеческого капитала и трансформацию организационно-управленческих механизмов общего образования, обеспечивающих управляемый рост качества образования. В проекте будут участвовать около 5000 учащихся школ Хангаласского района, 28 школ, в том числе 8 малокомплектных и 3 малочисленных. Срок реализации проекта составляет 3 года. Объем привлекаемых инвестиций – 60 миллионов рублей. По результатам реализации проекта выработанные подходы и методики могут быть распространены на территории всей Якутии и в других регионах. Так, по оценке web.rf, в долгосрочной перспективе при масштабировании образовательного проекта в Якутии может быть перераспределено более 700 миллионов рублей ежегодно для направления этих средств на повышение качества общего образования. К реализации второго этапа строительства ветродизельного комплекса в Тикси приступили в Якутии. На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация, проведены конкурсные процедуры по определению подрядной организации по строительству ДЭС. В текущем году должны начаться строительно-монтажные работы по подготовке площадки, основания, фундамента и свая, а также при получении дизель-генераторных установок из Японии. Начнется изготовление и сборка модульных конструкций с предварительной установкой вспомогательного оборудования. В 2020 году модульные конструкции планируется в навигационный период доставить в Тикси и смонтировать. Вот в эксплуатацию комплекса планируется к концу 2020 года. Компания «Саханефтегазбыт» осуществит первую в этом году прокачку 5000 тонн нефти с нефтепровода ВСТО. В преддверии запуска в эксплуатацию пункта для работы в летний период представители компании проверили ход подготовки и расконсервации объекта, осмотрели прием-раздаточный пункт, операторскую химико-аналитическую лабораторию. В течение недели будут завершены пусконаладочные работы и осуществлена поверка средств измерений. Объект позволяет организовать отгрузку нефти для обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов республики с Алекминской нефтебазы. Пункт отбора нефти Саханефтегазбыта – это единственная точка на территории Якутии, где возможен отбор нефти из системы ВСТО. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.